Здравствуйте. В субботу вечером вас приветствует информационная служба ТНВ. Мы работаем в прямом эфире в студии Милевша Кашапова, и мы готовы рассказать о главных событиях на сегодня. 80 лет побед. Особое значение для нашей страны. Как в Лениногорске отпраздновали юбилей первой большой нефти, расскажет Рамиль Шайдуллин. Испытание на прочность. В Менделеевске прошло масштабное спортивное событие «Гонка героев». Настрой отличный, настрой на победу. Через какие испытания прошли участники, расскажет Гульнара Миниханова. От московского Кремля к Казанскому на мотоциклах. Этот фестиваль прививает патриотизм. Как в Казани прошел ежегодный мотофестиваль «Два Кремля», увидел Рузаль Шарипов. Татарский костюм, татарский чай и по-татарски теплая атмосфера. Все гости даже в национальных костюмах ходят. Вот на самом деле настоящий татар без тясы. Как сегодня татары сохраняют свою самобытность и какую лепту вносит Песчан Базара, расскажет Алия Хайрудинова. Сегодня в республике начались масштабные торжества по случаю 80-летия добычи татарстанской нефти и 75-летия ромашкинского месторождения. Эти юбилеи имеют особое значение для страны, отметил Рустам Миниханов. Он сегодня вместе с нефтяниками и ветеранами отрасли находится в Лениногорске. История большой нефти республики началась с шугуровского месторождения. Здесь находится скважина номер 1. Татарстанское черное золото – это и вклад в Великую Победу, восстановление послевоенной экономики, современное развития республики и страны. Какой подарок сегодня нефтяники преподнесли лениногорцам, увидел Рамиль Шайдуллин. Золотыми буквами вписаны в историю имена разведчиков недр. Здесь начинается история черного золота республики со скважины номер 1 в селе Шугурово, где 80 лет назад татарстанская нефть начала добываться в промышленных масштабах. Рядом обелиск, посвященный первооткрывателям. В память о них Рустам Миниханов возложил цветы. Именно первая шугуровская скважина, первая нефть, из которой была добыта в самый разгар Великой Отечественной войны, дала старт разработке легендарного ромашкинского месторождения. За свои огромные запасы, названного вторым Баку. Даже сегодня здесь добывают более 15 миллионов тонн ежегодно. А Лениногорск по праву считается житницей татарстанской нефти. Сегодня качество жизни лениногорца во многом зависит от нефтянки. Большая помощь и от республики, чтобы сохранить высокий уровень жизни. Рустам Миниханов осмотрел капитально отремонтированный молодежный центр. В клубе «Сайлян» сохраняют традиции татарского народа. Встречаются взрослое поколение, молодое поколение. Вот, пожалуйста, маленькие детишки. Это в большом масштабе устраивается уж очень много народу. Также бабушки приходят с внуками, внуки приходят с бабушками, участники. И вот так осуществляется передача всего этого знания. Здесь Рустам Миниханов принял участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу» и вручил портфели 60 первоклашкам. Самое главное в школе – это наши дети. И несмотря на жизненный уровень родителей, каждый школьник, он должен быть готов и обеспечен всем тем, что необходимо для того, чтобы он нормально учился. И я считаю, что эта акция очень добрая, хорошая. Здесь участник СВО Арсен Шамгулин. Уже завтра он отправится на передовую. Он спокоен. Сын к школе готов. Я вот на 1 сентября не попал, зато сюда попал. Вот, рад, что сюда попал, хотя бы там что-то там будут вручать. Вот, хорошо, что там о сыне думают. Здорово. Я хочу быть как бы сильным, смелым. Спорт – это жизнь. В том сомнений нет. Этот объект ждали любители спорта. В городе открылся ледовый дворец «Нефтяник». Мы видим, как меняется район Лениногорска, мы видим, какие изменения происходят в самом городе Лениногорск. И вот посетили с молодежью. Но самое главное, была мечта построить новый ледовый дворец. И вот он сегодня появился. Конечно,
конечно, ледовый каток – это как гордость дворца, так и изюминка всего города. Именно здесь именитый нефтяник сможет принимать гостей на домашних матчах и здесь же проводить свои домашние тренировки, например, в межсезонье. Все в максимальном комфорте. На центральном стадионе города главные торжества по случаю 80-летия первой татарстанской нефти и 75-летия открытия ромашкинского месторождения. Эти юбилеи имеют особое значение для нашей страны. 80 лет назад, в разгар Великой Отечественной войны, из скважины номер 1, пробуренной рядом с селом Шугурово, был получен промышленный приток нефти. Шугуровское месторождение – это не просто первое промышленное месторождение нефти нашей республики, а целая эпоха большой нефти Татарстана, которая внесла неоценимый вклад в Великую Победу. В послевоенные годы, благодаря татарстанской нефти, страна смогла ударными темпами восстановить экономику, стать лидером развития науки и техники. За все эти годы из недр нашей республики было добыто около 3,5 миллиардов тонн черного золота. Легендарное ромашкинское месторождение до сих пор является одним из крупнейших месторождений в мире и обеспечивает больше половины добычи в нашей республике. А его запасов хватит еще на долгие годы. Мы строим дороги, дома, школы, больницы, детские сады, парки. Только за последние 3 года Татнефть вложила в социальную сферу Лениногорского района почти 1 миллиард рублей. Особое внимание к ветеранам отрасли. Им и передовикам нефтянки Раис Республики вручил государственные награды. Завод развивается, отрасль наша развивается. Много поменялось, очень много. Насчет техники поменялось в лучшую сторону. Ну, самый простой пример. Возьмите, например, спецовку. Вот посмотрите на хроники тех лет и в какой спецовке ходит сейчас. Это праздник для всего юго-востока Татарстана. И торжества в республике только начинаются. Впереди День нефтяника в Альметьевске. Здесь почти каждая семья связана с нефтедобычей. А значит, это общий и важный праздник для всех. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Лениногорск. На следующей неделе нас ждет главный праздник Татарстана – День Республики. Ряд мероприятий уже прошли на этой неделе. Основные торжества запланированы на 29 и 30 августа. На республиканском совещании в Доме правительства Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность жителей и гостей на всех площадках. Он отметил, Татарстан – один из опорных регионов России, занимающий лидирующие позиции по ряду направлений. Это результат нашей большой слаженной работы и поблагодарил всех жителей за каждодневный труд во благо Татарстана. Традиционно на праздничных площадках ожидается большое количество жителей и гостей республики. Праздничные мероприятия во всех городах и районах должны пройти на самом высоком организационном уровне. Новый рубеж аграриев республики. На сегодня собрали 3,5 миллиона тонн зерна. Позади 92% уборки. Средняя урожайность к концу жатвы практически не изменилась. 26 центнеров с гектара. В лидерах по намолоту Тетюшский, Арский, Буинский районы. Как отметил Минсельхоз, такой урожай позволит полностью обеспечить население республики хлебом, а животноводство – кормами. В целом агропром Татарстана за эти полгода отгрузил продукции более чем на 100 миллиардов рублей. Прирост свыше 3%. Значительно выросли объемы производства растительного масла, колбасных и кондитерских изделий. По надоям молока показатель производства вырос на 9% к прошлому году и составил 1 миллион 76 тысяч тонн. Нестабильные закупочные цены на молоко заставляют нас искать новые технологии и резервы для снижения себестоимости. Активно внедряются цифровые технологии в животноводстве, а именно установка программ управления кормлением и стадом в животноводстве. В Татарстане продолжается похолодание. В ближайшие дни жители республики ожидают по-осеннему пасмурная и холодная погода. Атмосферный фронт с севера принесет дожди и порывистый ветер. Он и будет способствовать дальнейшему снижению температуры. Ночью лишь +3, днем ожидается всего 17 градусов. По предварительному прогнозу гидромедцентра в начале следующей недели сохранится дождливая, холодная погода.
В Татарстане завершается подготовка к отопительному сезону. 97% котельных уже проверены. На стадии ремонта 93 объекта. К пуску тепла уже готовы больницы и поликлиники, и другие объекты соцзащиты. Цифры озвучил глава Минстроя. Как сообщил министр, программа капремонта многоквартирных домов тоже приближается к финишу. Работы полностью завершены на 373 объектах. Особое внимание сейчас приковано к образовательным учреждениям. До начала нового учебного года остается неделя. На сегодня в ремонте у подрядчиков 14 объектов, 6 из них в Набережных Челнах. Из нового строительства осталось сдать школу в Казани на улице Сибгата Хакима. Сейчас это наш главный приоритет, поскольку до начала учебного года осталась всего 1 неделя. В части капремонта реализуется 7 республиканских и федеральных программ. Выполнение работ по 43 общеобразовательным учреждениям составляет 99%. В работе у подрядчиков остается 14 объектов. Прошу глав указанных муниципалитетов, а также Главное инвестиционное строительное управление обратить на данные объекты особое внимание. По программе «Наш двор» работы этого года выполнены более чем на 90%. Полностью благоустроены 453 двора. Об этом сообщили на совещании в Доме правительства. Сейчас основное, что осталось сделать, положить асфальт и установить освещение. К концу строительного сезона в республике планируют благоустроить 961 двор. В домах, которые проживают более 260 тысяч татарстанцев. Здесь появятся детские игровые и спортивные площадки, урны, скамейки и сушилки для белья. Рисков, тем не менее, не видим. И в Бавлинском районе выполнение ниже 90%. Подрядчик Татнефтедор отстает от графика и завершит работу до 15 сентября. В Казани, благодаря оперативной работе Татэнерго за прошедшие 2 недели удалось сократить количество дворов, где проводят подготовку к отопительному сезону, до 2. Однако Казэнерго ведет реконструкцию еще в 2 дворах. Завершение работ по программе запланировано до конца сентября. Нижнекамцы заступили на вахту памяти в Карелии. В Суоярском районе сейчас работает поисковый отряд «Нефтехимик». Это один из опытных отрядов республики. Вместе с коллегами из Екатеринбурга и Подмосковья им удалось поднять останки солдат 2 войн. Как проходят экспедиции и какие находки удалось обнаружить? В следующем репортаже. Каким путем, маршрутом мы пойдем? От камня с веточкой? Желтых камней. Карельская тайга. В 20 веке здесь было 2 войны, финская и Великая Отечественная. Обе кровопролитные. Долг нынешнего поколения, по словам поисковиков, найти и с почестью предать земле останки без вести пропавших героев. Особенность работы в Карелии отличается тем, что по пути на раскопы и обратно приходится проходить километры тайги. И необходимо просто идти друг за другом, шаг в шаг, потому что вокруг топи, болота и густой лес. И даже дикие животные. Несмотря на трудности, поисковики продолжают исследовать тайгу сантиметр за сантиметром и искренне радуются, когда удается поднять останки бойцов. Сегодня 10-й день работы для поискового отряда «Нефтехимик». Вахта памяти, которая проходит в Республике Карелия, в Суоярском районе. Были подняты останки 31 погибшего солдата совместно с отрядом из Екатеринбурга и также с отрядом из Подмосковья. Был зацеп еще за 1 ямку нашим отрядом, где было поднято останки 6 красноармейцев. После обнаружения останков следующая важная задача – установить личности погибших. Удача, когда есть медальон. Но красноармейцы их заполняли редко, считалось плохой приметой. Во время этой экспедиции один такой найти все же удалось. Я такую первый раз вижу, именно в таком сохранении, что и ушко целое, петельку ВДшкой смазать, может быть, даже заработает. Но, скорее всего, она пустая. То есть, не вижу я следов гниения бумаги. По мнению специалистов, возможно, владелец медальона погиб во время финской войны. Об этом свидетельствуют предметы, найденные рядом. Были обнаружены 2 монеты номиналом по 1 копейке 1936 года. Был поднят мундштук от курительной трубки с 2 буквами А и Е. Поэтому остается шанс на установление имени. В составе поискового отряда «Нефтехимик» люди разных возрастов и профессий. Настоящие фанаты своего дела. Есть и те, кто в экспедиции впервые, как Сергей Ефремов. Мой прадед погиб под Сталинградом в 1943 году. И таким образом, своими действиями я, можно сказать, отдаю долг тем людям, которые отдали свою жизнь за Родину.
Это уже 5-я карельская экспедиция нефтехимика. Они уверены, не последняя, потому что, как говорят поисковики, война не закончилась, пока не найден последний солдат. Светлана Звонарева, Евгений Карбакова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Республика Карелия. 1500 человек со всей России сегодня вышли на старт в Менделеевске, чтобы победить в гонке героев. Такого рода соревнования проходят обычно в миллионниках. По инициативе руководства города теперь их принимает Менделеевск. Для гонок соорудили 5 высотных препятствий, залили 400 кубических метров воды в искусственные чаши, завезли 350 покрышек и приготовили 360 килограммов гречневой каши с тушенкой. Боролись за звание героев команды из 150 предприятий. В тройке лидеров 2 команды из Амония и Азот Кемерово. Кто они? Герои большой гонки. С некоторыми познакомилась Гульнара Миниханова. Удачи, ребята! Гонка героев – это испытание командного духа, силы характера и физической выносливости. 8 километров и 31 препятствие. Так испытывали участников в прошлом году. В этом организаторы пошли еще дальше. В этом году количество препятствий увеличили до 33, большая часть из которых на воде. На трассе протяженностью 10 километров участникам придется пройти через искусственные озера, песчаную трассу и другие барьеры. На старте 150 компаний со всей России. Каждому предстоит пройти около 10 километров пути с препятствиями. От Менделеевска за звание героев сражаются Менделеевск, Азот и Амоний. Ребята разогреваются и проверяют амуницию. Подготовки было не очень много, потому что времени не всегда хватает. А так настрой отличный, настрой на победу. На пути у команд были трамплины, крутые подъемы и спуски, искусственные водоемы. Всю трассу команда Амонии прошла за 1 час 6 минут. Самым возрастным участником стал Анвар Гениатуллин. Ему 72 года, и он пробежал 2-километровую трассу и преодолел 20 препятствий. Я думал, я это не сумею. Я это очень успешно прошел. На этом марафоне было около 20 препятствий. Несмотря на свой возраст, это прошел. Можно сказать, для себя дело заключения. Я сам победил самого себя. Настоящие герои сегодня тоже участвовали в гонке героев. На старте участники СВО. Андрей защищал жителей Донбасса с октября по апрель. Он находился в зоне специальной военной операции. Не готовился, я всегда в спортивной форме, поддерживаю себя, занимаюсь спортом, бегаю, прыгаю. Это с детства занимаюсь всем этим. Поэтому, почему я захотел попробовать именно это? Для меня испытание, очередное испытание. Гонка героев проводится в Менделеевске 2-й год. Как правило, ее проводят в городах-миллионниках. До этого соревнования принимала только Казань. Мы видим, что спорт действительно в Татарстане любят, им занимаются. А когда какое количество участников, и здесь совершенно правильно замечено, что город не миллионник, но, тем не менее, почти 1500 участников – это просто здорово. Вроде бы гонки, вроде бы для спорта, но команды предприятия объединяются между собой. И это дает положительный эффект и результат в промышленности. В этом году на дистанцию вышли и сотрудники администрации во главе с Ратмиром Беляевым. В гонке героев я сам прошел 9,5 километров. И скажу вам, что это очень непростая задача. Но когда мы пришли с нашей командой, мы еще больше сплотились. В этом и есть ценность гонки. Драйвовое приключение для каждого участника продолжилось с большим рок-фестивалем. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Менделеевск. От Московского Кремля к Казанскому на мотоциклах. Сегодня в столицу республики на мотофестиваль «Два Кремля» прибыли больше 1000 байкеров. Они стартовали с Красной площади 25 августа, а сегодня завершили свой пробег у Казанской чаши. Здесь прошли каскадер-шоу, выставка ретро-машин, концерт, кульминация праздника «Большой мотопробег», который возглавил Рустам Миниханов, о маршруте, который сблизил два Кремля. Рузель Шарипов. Из ворот Казанского Кремля выезжает Рустам Миниханов. Он за рулем знаменитого «Урала». Дресс-код сегодня спортивный. У Спасской башни его встречают сотни байкеров, которые завершили 800-километровый путь от Московского к Казанскому Кремлю.
Кремлевская, Карла Маркса, Ершова, Вишневского, Булак, Кремлевская дамба. Финиш у чаши. Фестиваль уже 5-й раз объединяет байкеров со всего мира. В этом году железных коней оседлали рекордное число участников. Их больше 1000. Здесь байкеры из Египта, Израиля, Турции, Арабских Эмиратов. Рустам Минниханов знакомится с образцами уникальной техники. Роман Ильин из Казани традиционно приехал на мотоцикле «Урал» 1967 года. Приобрел раритет в Кировской области и сейчас занимается его реставрацией. Удовлетворение, люди смотрят, радуются. И мне тоже нравится. То есть все не зря. Постоянно регулируем, настраиваем. Техника старая, то есть просит постоянно внимания, вложения. Талисман. Как злый дух гоняет. Мотоцикл Юрия Цоя привлекает внимание конским хвостом и клыками медведя. Эти национальные талисманы корейцев оберегали его на всем пути. Очень люблю Казань, Татарстан, поэтому с 1 до 5 я без правил, я участвую в мотопробеге. Корейцы, татары — это единые братья. Владимир Чеботай проехал 2000 километров от Адыгеи до Казани в национальной папахе. Это национальный адыгейский головной убор, поэтому я представляю Республику Адыгея в Республике Татарстан. То есть от Черного моря к Белому Кремлю. Есть и те, кто мотопробегом поддерживает близких, находящихся в зоне СВО. Мы шли во главе колонны с флагами «Армия. Сила», как говорится, в поддержку нашей армии. Этот фестиваль прививает патриотизм. Специально для гостей фестиваля захватывающие выступления пилотажной группы «Каскад». Автоинспекторы Москвы выполняют трюки на мотоциклах и патрульных машинах. Когда еще увидишь автомобиль ДПС на 2 колесах? Фестиваль направлен на популяризацию безопасной езды на двухколесном транспорте. Еще раз показывает, что нужно соблюдать правила дорожного движения, что только в дружбе, взаимоуважение между водителями, не только автомобилистами, но и мотоциклистами, теми же самыми пешеходами должно быть взаимоуважение, соблюдение правил дорожного движения. Только в этом мы, только сообща, только вместе мы сможем сохранить жизни наших граждан, нашей России. На площадке у чаши гостей удивили и экстрим-шоу команда «Ферзь» из Москвы. Рузаль Шарипов, Алмаз Ятинов, ТНВ, Казань. Огромные яркие воздушные шары сегодня кружили над Зеленодольском. Возможность поплавать по воздуху была у всех желающих. В районе проходит фестиваль воздушных шаров. Сюда съехались пилоты из Уфы, Самары, Костромы, Ижевска, Тюмени. Воздушный шар называют самым романтичным видом транспорта. Ведь поднявшись высоко-высоко, каждого переполняют эмоции. От красоты живописной природы, близости горизонта, возможности посмотреть на землю с высоты птичьего полета. Участники сегодня стартовали на рассвете. Пролетали через Волгу, над Свияжском, Раифой, Зеленодольском. Сегодня в Казани развернулся сенной базар. Песчан-базара, фестиваль городской татарской культуры, в этом году проходит 10-й раз. Юбилей решили отметить масштабно. Торговые ряды развернулись по всей Старо-Татарской слободе. Здесь можно было научиться делать татарские украшения и попробовать чай с душицей. На берегу озера Кабан можно было узнать о татарском монетном дворе, познакомиться с биографией великих татарских деятелей, а еще поделиться своим опытом изучения татарского языка. Чем еще удивил сенной базар, расскажет Алия Хайрудинова. Сенной базар – это то место, где пересекается современное и традиционное, любимое и дорогое сердцу. В этом году он проходит уже в 10-й раз. И самое главное на фестивале – это, конечно же, ярмарка. Если в первые годы заявлялись чуть больше 10 дизайнеров, то в этом году их 80. Масштабная ярмарка развернулась по всей улице Марджани. За прилавками 80 производителей. Гульфия Шайдулина – дизайнер. Национальные изюи и украшения делает больше 10 лет. Сегодня национальная культура и вообще национальная тематика и обращение к корням, оно на пике, я бы сказала, то есть набирает популярность. Например, касаемо обуви, я заметил очень большой такой ажиотаж, спрос. Все хотят, например, одеться современно, но чтобы, например, на ногах была такая классическая национальная обувь. Люди приезжают не только с России, но и иностранцы приезжают.
На площадке Национального музея дают мастер-класс по изготовлению украшений, а еще ликбез по татарскому костюму. Прежде всего есть крой нашего национального костюма. Нужно все-таки приехать в музей, можно посмотреть какие-то новодельные вещи, нужно посмотреть обязательно экспонаты, надо узнать, можно у нас узнать, у сотрудников Национального музея, как это шьется. Если уж делать уже так, чтобы это все было в соответствии, а не искажать историю. Потому что в истории и в культуре татар цветовые какие-то вот эти аспекты, они имеют очень большое значение. Даже вот когда идешь по улице, люди оборачиваются и все показывают: во! Был ли у татар свой монетный двор, какие тайны хранит старотатарская слобода и как выучить татарский язык? Об этом можно было узнать на площадках лекторий. И именно с татарским связана моя любовь, моя глубина, потому что я выхожу на сцену и несу свое сообщение, свой месседж для людей. Я увидел красоту татарского языка, он мне показался очень логичным, очень стройным. Я как физик, меня это очень привлекло. Вот, к тому же я решил, что раз я татарин и есть такая красивая вещь, которую можно изучить, то почему нет? Душица, мята, курага и лайм сушеный. Это настоящий татарский чай с терпкими нотами современности. Некоторые его называют татарский мохито. Если вся Россия знает чак-чак, сейчас, надеюсь, знает и казылык, вот эти колбасы. И мы хотим, чтобы знали еще про чай. Татары без чая, как это называется, чайсыз, жайсыз. Такой он сенной базар, колоритный, традиционный, наш. Алия Хайрудинова, Лейсан Саитова, Алмаз Заидинов, ТНВ, Казань. Интернет-версия итогов прошедших 6 дней читайте на сайте интернет-газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бадрудиновым. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных. Здравствуйте! В студии Динар Бадрудинов. О погоде после небольшой информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. В Татарстане последний день этой недели будет самым холодным и дождливым. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево предстоящей ночью температура составит 9 градусов, а днем не намного теплее, всего 14 градусов тепла. Весь день пасмурно и дождливо. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге в течение всего дня тучи, пройдут дожди. Ночью около 10, днем около 14 градусов тепла. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше также пасмурно, дожди. Ночью около 10 градусов, днем около 14 градусов со знаком плюс. В Варске, Кукмаре и Балтасяк погода не отличается от других районов. Синоптики прогнозируют дожди. Температура ночью 9 градусов тепла, днем плюс 12. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске ожидаются ливни, ночью около 11, днем 16 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше дождь, ночью около 10, днем температура составит примерно 14 градусов тепла. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Lilians – это красивая, качественная, а главное удобная одежда для дома и отдыха. Чтобы продлить лето, до 31 октября мы запустили акцию. Скидка 30% на весь летний товар. Ждем вас по адресам: ТЦ Паркхаус 1 этаж, ТЦ Южный 2 этаж. Казанская швейная фабрика Lilians – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение и модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем, удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. В Казани в предстоящие сутки также будет холодно и дождливо. Температура ночью около 11, а днем до плюс 15. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 746 мм ртутного столба. Влажность воздуха 77%.
Магнитное поле Земли спокойное. Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой» представляет жилой комплекс «Алтын-Яр» на берегу озера Средний Кабан. Продуманные планировки и благоустроенные дворы с ландшафтным дизайном. При покупке квартиры в августе в подарок скидка до 700 тысяч рублей. Телефон 216 68 68. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68.